Артем, иногда ты воюешь, но мы тебя поддержим. Спасибо, На Саша. расстоянии, но все равно. Спасибо. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы тебя уберег Все хорошо от будет. всего плохого. Недавно я был в гостях в семье у человека, чье сердце бьется в унисон с Ингушетией, у араба с ингушским сердцем, у потомка пророка Мухаммеда Сеида Абдаллаха Бидери. Я потомок пророка. Я араб, но с ингушским сердцем. Потому что воспитывался на ингушских обычаях, с ингушами вырос. Когда я в Ингушетии, я всегда всем говорю, я ингуш. Отец был офицером, он свободно владел арабским, турецким, французским, фарси. Я и по отцу потомок, а по бабушке то же самое, курайшит. А моя бабушка от брата Али, от Ахиля. Начали там репрессии в 1912 году. Его тоже написали, что он скрывал Зелимхана. Абрека, да? Да, Абрека Зелимхана скрывал, мол, то все. Ну, и шейх Дени Арсанов, они дружили вместе с ним, очень были близкими друзьями. Шейх Дени Арсанов послал ингушей, они в Ростове, в Эшелоне подкупили охрану, отца сняли, и он в Ингушетии временно скрывался, а потом записали его племянником Газдиевых, и он остался здесь. Потом женился на ингушке, тоже дети были. Потом вторая Медова была, первая Акадаборшева, потом Медова, третья Аздоева, четвертая Манкиева, пятая моя мать Ахриева.